Тихая, уютная, аккуратно выкрашенная в светлые тона железнодорожная станция в селе Тамыш. Утреннее спокойствие нарушает звук мотора. Это Гиви Канович спешит на любимую работу. В свои 72 Гиви Канович с легкостью садится на квадроцикл и добирается до ставшего за 30 лет почти второго дома. Именно столько времени он работает на этой небольшой железнодорожной станции, за которой попросили присмотреть сразу после окончания грузино-абхазской войны. Это небольшая комната внутри станции, как будто машина времени с легкой ноткой ностальгии. Плакаты на стенах напоминают о разных периодах истории. Здесь практически все сделано руками Гиви Кановича. Аккуратно побеленные опоры и арки, столбы, двери, скамейки, вычищены пути. Везде чувствуется вкус и душа. Поезда здесь никогда не останавливаются, не высаживаются и пассажиры. Проверить стрелки, встретить проходящий поезд и доложить начальнику Очимчирской станции – в этом заключается ежедневная работа железнодорожника Гиви Зантария. Но вот уже 10 дней, как спокойствие на станции нарушает не только шум мотора квадроцикла Гиви Кановича, но и голоса российской съемочной группы, которая снимает о Гиви Зантария документальный фильм. Волей судьбы в туристическом комплексе Тамыш-Вилледж отдыхали режиссеры из Санкт-Петербурга. Творческие люди не могли не приметить эту станцию и ее хозяина. Прогуливались, увидели вокзал, были в шоке и заинтересовались. Очень быстро нашли через просто людей, так скажем, номер Гиви Кановича. Подошли к нему вечером, сказали: Гиви Канович, вот мы такие-то ребята из Санкт-Петербурга. Можно про вас снять кино? А Гиви Канович такой: да. Я бы хотел. Режиссер Мария Рудневская написала сценарий, затем подготовили презентацию. Далее обратились в Министерство культуры Абхазии и России, руководству Абхазской железной дороги и благотворительному фонду развития национального кинематографа. Все поддержали этот проект. Приняли решение действительно помочь этому коллективу, потому что документальное кино сейчас становится очень популярным и в Российской Федерации, и в Европе. Большое количество разных международных площадок, кинофестивалей существует. И данная творческая группа уже подала заявку на 6 кинофестивалей. Приехать сюда съемочная группа решила именно в ноябре, потому что осень в Абхазии необыкновенная, говорит режиссер. На вопрос, почему ее заинтересовало снимать здесь фильм, отвечает: это кино будут смотреть люди. Жизнь этого человека непрерывно связана с историей. Он пример того, как нужно любить дело, которым занимаешься. До того, как Гиви Канович стал начальником Тамышской станции, он работал проводником в пассажирских поездах. После получил профильное образование в Тихорецке. В своем деле он проработал без малого 46 лет. И ни дня об этом не пожалел. Кстати, в эти выходные Гиви Кановичу вручили грамоту за долгий и добросовестный труд. Ари нухадуб, вчера вчера подара подвах вахцот куршукса, айхами усрохна, аджаба шпахет. Благодарим вас за труд, за добросовестный труд от руководства Абхазской железной дороги в лице Арсуа Ризовича Читанава. Примите, пожалуйста, вот эту грамоту. Спасибо большое. Спасибо большое. Дай Бог, чтобы я мог оправдать вас, что вы мне оценили так очень красиво все. Дай Бог, чтобы я еще чуть-чуть мог бы
продолжить еще и до конца довести эту станцию, чтобы она еще красивее была. Черновое название фильма о начальнике железнодорожной станции Гиви Зантария ушел 30 минут назад. Такое необычное название выбрано не случайно. К нему подходит отдыхающий, он говорит, спрашивают, а что здесь поезда ходят? Он говорит, да, ушел 30 минут назад. В киноленте затронуты темы войны и семьи, красоты природы Восточной Абхазии. В нашей стране фильм планируют показать в сентябре будущего года, ко Дню Победы в Отечественной войне. Гугуца Вардания, Раму Камке, Абхазское телевидение.